Я люблю мое красивое Черное море. Я люблю мой родной край, мой любимый Крым. Я люблю их так, как люблю свою работу, свой гобелен. Море также меня успокаивает, как моя работа, качество мое. Ер yüzünde Париж верим. Тек манайын гүзеле менің дөлбер қырымым. Ұныталмам ечті мен Қарадағның Қырым ішінде. Тек мұнда мен өз бақытымны тапа білерім. Yüksek Қарадақ гүзел аққая Ялта, Аюдақ, Судақ, Бақчысарай, Кефе. В Узбекистане жили в 80-е годы, работала в Госстрахе. И как-то, страховые агенты ж по домам ходят. И зашла как-то в один дом, и, она татарочка, у нее на стенах большие ковры. И стояла такой каркас стоял, как вот моя рамочка, только там большой, 2 на 3. И прямо у меня так все загорелось. Смотрю, игла вставлена. Вот такая игла была, только большая. Это сделано из консервной банки. Так стало интересно. И разные цвета такие, алые, зеленые, желтые, оранжевые. Такие розы красивые. Все. Пошла на рынок. Тут старичок сидит. И вот такая игла большая, как мне нужна была. Я даже не спрашиваю, он вот столько. И мне говорит, вот так. Я говорю, я знаю. Я и не знала, я просто увидела. Побежала в магазин, все купила. И домой прибежала, мужу говорю, сделай мне рамку такую большую, 2 на 3. Я еще обратила внимание у нее, на чем она сделана, на мешковине. Я это все сделала, перерисовать я вообще не умела. До сих пор сестры удивляются. И начала ткать. И сама вот иглу стыкаю, и сама все-таки смотрю, как она там получается. Но опять-таки неправильно делала. Если работа должна быть в зеркальном изображении, а я этого не могла. Теперь я уже поняла, как это делается, конечно. Но это все с годами, уже сколько лет вот. С годами учишься. Работа за работой, это вот полгода на этот коврик пошел. Цвета я уже подбирала сама. Холодные тона. Вот, я знаю, что у крымско-татарские качество холодные тона. Такого прям броского, ярко-желтого, ярко-зеленого нету таких цветов. Поэтому я придерживаюсь. Но если это у меня, например, маки там или подсолнухи, да, то я делаю такое вот яркое. Переезд в Крым. Немного все это остановилось. Приехали мы к родственникам в Черноморский район. А потом сразу в Первомайском районе, дом нашли, с семьей переехали. У меня сын, дочь, муж. Нас 4. Работы, конечно, не было. Работа была на ферме, дояркой. Они думали, наверное, что мы не пойдем. А мы я говорю, пойду с удовольствием. Хотя, конечно, ничего представления не имела, но жизнь учит. Когда уже сюда, в Феодосию, переехали мы, я больше стала заниматься ткачеством. Мне это как-то больше по душе пошло. Стала покупать нитки, холсты. Здесь я уже стала на холстах ткать. Уже по магазинам прошлась, нашла. И у меня была такая мечта, чтобы мои работы не только мои родственники увидели, но чтобы люди увидели. Хадерлес я сделала композиции 3 подряд. Одна, как кадрили спускаются,
И вместо людей вокруг, как хуран, я сделала человечки, ну, все орнаментом. Колокай катится. Вот. Потом вторая работа, где костер разжигается. И третья работа, когда молодежь прыгает через костер. Так как люди не делаются, оно вот исполняется именно крымско-татарской техники. Там бадемчики, там чичклер. Ну, вот очень интересно, мне так нравится. Вот я и сделала. И еще одна работа по Курбан-байраму. Аллах лик не рисуется. Художник мне просто нарисовал кругами. По наврезу сказание о Сиавуше. Крепость, и сидит петух. Петух закукарекал, а из клюва посыпались цветы, то падишах сказал, значит, пришел наврез. И мне хочется, чтобы люди, глядя на мои работы, увидели в работах яркий свет солнца, лучи солнца. Даже если это вот цветы, исполненные этой техникой, вы знаете, они по-своему пахнут. Вот подсолнух я сделала так, что так и хочется это зернышко вытащить. Оно прям торчит. Вот не знаю, вот мне вот так вот мне хочется, вот так нравится. Я когда делаю работу какую-то, я сама живу в этой работе. Я в каждом стишке, в каждом шаге. Вот мне прям хочется, и хочется быстрее ее закончить и любоваться. В Крыму я думаю, что я вот пока одна занимаюсь этим, оно мне нравится, оно успокаивает, оно вдохновляет, оно вот, ну просто жить хочется. Ни о чем плохом не думаешь только о хорошем. И вот когда я тку, я о чем-то мечтаю, какой-то вот что-то вот надо. Я хоть и тку, я думаю еще о чем-то. Тридцатилетие было фольклорному коллективу крымско-татарской культуры «Карадах». Я еще являюсь руководителем коллектива. Я вот в 2019 году организовала коллектив крымско-татарской культуры «Яшлых». Мне почему-то вот хотелось веселья. Хотелось радости, видеть у людей на лице радость.